Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Тилектеш Ишимкулов, известный журналист, в прошлом председатель Союза журналистов Кыргызстана, и вы были секретарем Союза журналистов СССР. Да. Общественным началом. Ага. Депутат легендарного парламента, секретарь двух обкомов, да? Двух обкомов по идеологии. По идеологии. Посол Кыргызстана. В Казахстане были первым послом в Казахстане. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. По журналистике, если мы вот в прошлой передаче, несколько дней назад мы уже делали передачу, затронули новые законы, да, вот этот закон о защите от ложной информации. Как, если вот в целом сравнить бывшую журналистику, ваше время и сейчас нынешнюю, гораздо больше свободы сейчас, но и ответственности как-то не так много стало. Как вам кажется? Мне кажется, очень правильно вы, как говорится, схватили за хвост очень такую актуальную тематику. Если, забегая вперед сказать, то разница между советской журналистикой и нынешней нашей журналистикой – это разница, не побоюсь скажу, как между небом и землей. В чем заключалась основная суть советской журналистики? Она держалась только на фундаменте жесточайшей, если сказать, по всем направлениям, цензуры. Назывался главлит, это была такая насмотрящая организация, насмотрящая, контролирующая, запрещающая. Такая была система. И вот они фотились, трудились день и ночь, круглые сутки, чтобы ни одного плохого слова ни в адрес Коммунистической партии Советского Союза, ни в идею марксизма-ленинизма, или какое-то международное социалистическое сообщество и так далее, никто не мог даже малейшее критического замечания высказать. Все у нас хорошо, в ажуре, все нормально. Мы самая передовая журналистика, мы самая объективная журналистика, зарубежная, это лживая и так далее. Поэтому глушили зарубежные радиоголоса, прежде всего «Голос Америки», BBC, особенно «Азаттык», сам знаешь, какие такие моменты были. Deutsche Welle, это немецкая волна. Они же запрещены. Но все равно люди слушали и очень много получали оттуда различной информации. А это было запрещено. И вот это только один пример говорит о том, что у нас не было настоящей свободы слова, свободы журналистской деятельности, чтобы они свободно выражали свою мысль, писали, о чем они хотят и как хотят. Вешать, выступать по радио, по телевидению, писать, вести и так далее, и так далее. А сейчас у нас полная свобода. Потому что первый шаг новый, после развала Советского Союза, первым шагом во всех бывших союзных республиках, в самой России была это отмена цензуры. Все, руки были развязаны, путы на ногах тоже были сняты, и мы получили, так сказать, безграничную свободу. Были моменты, когда люди не могли понимать, насытиться этой свободой. Смотрите, когда я был председателем Союза журналистов Кыргызской Республики, у нас всего было 127 газет, журналов, только 2 канала, Кыргызское радио, Кыргызское телевидение. Это включая районные газеты, областные газеты, республиканский журнал. 127. А как только развалился Советский Союз, так пошло такое, кто хочет, пусть открывает газеты и журналы. И тогда общее количество их достигло 2150. Представляете, 200 рублей, Министерство юстиции, какую-то газету открываешь, составляешь план, архитектонику этого, сколько человек будет работать, какой девиз, на какие вопросы будет отвечать. И вот таким образом, платное или не платное, до адреса, сколько человек. И все, мы получали лицензию и выпускали. И таким образом, очень многие газеты уже начали через полгода, через 6 месяцев уже разваливаться. Многие, как говорится, выкидыш, многие, говорят, раньше срока родились. Вот таким образом они само собой начали освобождать дорогу. Это была большая конкуренция. Поэтому малые, еле двигающие ногами газеты и журналы уже начали присоединяться более сильно. И вот таким образом они все-таки сохранились. А сейчас сколько? А сейчас где-то около 80
районных газет, городских газет, ведомственных газет, республик газет, около 60, которые полнокровно выходят. И то за последние 3 месяца остались из наших ежедневных, вернее, недельных газет, еженедельных газет, только остался, еле-еле выходит Майдан, и постоянно выходит Азия Ньюс. Калганы бар өлді. Все погибли. Слово Кыргызстана. Нет, я имею так. Независимый. Да. Сейчас после того, как была только партийная газета была, комсомольская газета была и пионерская газета, то есть молодежная. А сейчас, после развала Советского Союза, когда мы получили самостоятельное, так сказать, развитие в системе средств массовой информации, то у нас появилось 5 видов. 5 видов появилось печатных изданий. Первый – правительственные газеты сохранились. Кыргызтусу, кстати, я назвал это, когда развалился Советский Союз. Кыргызтусу, слово Кыргызстана, частично Кутбилим, потому что Министерство образования и культуры субсидирует. Это как правительственные газеты. А потом вторая газета, общественно-политические газеты. Это значит, не стану перечислять, они уже многие исчезли, но в случае можно сказать, Политклиника, например, такая газета была. Газета Майдан, газета Де-факто, газета Фабула, газета Багыт. Общественный рейтинг И так далее, и так далее. Это так называемые общественно-политические газеты. Вторая форма. Третья, значит, оппозиционные газеты. Слава Богу, они дали разрешение. Оппозиционная печать. Это те же газеты, которые являются общественно-политическими, но многие из них были уже с желтизной. Желтая пресса. Оппозиция обязательно желтая должна быть, нет? Безусловно, разрешается там. Беш өрдөктү учурду дегенде бар да, там они пустили утки дегенде да. Анан үчүнчүсү независимые газеты деп чыкты. Все-таки дали независимые газеты. То есть сами себя кормят, сами себя поют. И бешенчиси совместные газеты. Совместные газеты – это российская газета. Один раз в месяц дает, значит, 4 полосы для нас. Это путинская газета. Второе – «Комсомольская правда». Тоже выходит на кыргызском языке тоже. Потом «Московский комсомолец» тоже. Потом «Аргументы, факты». Это совместные. Присутствует хоть мало, хоть много, но, как говорится, наши материалы. На нашем родном языке, на государственном языке. И это тоже считается, как будто, понимаете, как интернациональный характер нашей печати расширяется и так далее, и так далее. Но это хорошо. Но плохо то, что вот это разнузданная, так и скажем, без края, без конца свободы печати во многих случаях получили очень отрицательные, значит, оценку со стороны широких кругов общественности. Потому что пошла гулять уткалар, утки, потом фейки, потом непроверенные факты, лживая информация, потом, значит, оскорбление делового качества и личного, значит, делового статуса человека и так далее, и так далее. Сколько газет, сколько передач, радио получили судебные иски, они таскали их прям туда-сюда. Слава Богу, сейчас чуть-чуть это дело спало, мало-мало. Я только помню, вот на Азия Ньюс только 1 на 200 тысяч сейчас иск поднял, больше нет. Значит, вот такие. Казалось бы, у нас широчайшее пространство по всем направлениям, если вот 5 видов сформировалось. Но все-таки острота публикаций, особенно публицистичность их, очень слабая. Очень хорошие были у нас публицисты, например, я не буду говорить старшее поколение, но вот наше советское время, это Салижан Джигитов, блестящий публицист, вот, критически настроенный на все наше нынешнее и на советское. Например, когда сказали, он так писал в этом самом 8 номере журнала «Алато», говорит, раньше все старались, говорит, он родился в семье крестьянина-бедняка, он родился в семье жалкого скотовода, а как только развалился, все оказывается отпрыски Баев, Манапов, бывших ханов, как не стыдно нашим и так далее, и так далее. И там написали, что появились какие-то ханы, которых никогда ни глаз не видел, и уши не слышали. Я скажу вам прямо и однозначно,
Кыргызстане был только один хан. Это Трудахун Усуалевич, который 25 лет командовал нами и молчите. В общем, очень критически настроенный человек был, очень шуточной форме писал. Вот он блестящий. Потом Мелисей Шимканов, конечно. А также бывший телерадиокомитет башчысы Сатуалды Жээнбеков. Андан кийин ким Кубат Оторбаев, Каныбек Иманалиев, шулардын бардыгы это блестяще. И особенно сильнейший у нас, можно сказать, досточтимый, очень подготовленный со всех сторон, энциклопедическим знанием Барат Баракеев. Ни один человек так не пишет сейчас. Я о нем писал огромную статью, раскрыл. Он чуть не расплакался, говорит, Байка, откуда, говорит, нашли такие, говорит, оценки, которых я не подозревал. Ну, это хитрецы. Но он очень блестящий, так сказать, публицист. Значит, не хватает публицистичности. А раньше были большие фелетонисты. Да, Они писали. вот этого мало сейчас. А сейчас ни одного фелетониста нет. Ни одного Катцев пишет? А? Катцев. Ну, это такой не в общереспубликанском масштабе. Это узкопрофильный. Его читают, не читают. Его любят, не любят, это вопрос другой. Я имею в виду широкого формата, многосторонний такой публицист, допустим, сказать, чтобы они писали, раскрывали. Но есть газеты, которые очень остро пишут, невзирая ни на что. Особенно там отличались, значит, де-факто, фабула. Первые годы де-факто. Нет, до недавнего времени. Тоже, да? До недавнего времени. Политклиника, Майдан. Майдан – первая оппозиционная газета, которая вышла после развала Советского Союза. Первая. Потом… Не, она не первая. Первая шықты. Алам до того вышел. Алам. Биринчи жолу Майдан шықты. Андан кейін Кыргыз руху шықты. Кыргыз руху позже. Я помню. Андан кейін сен айтып атқан. Но те, которые запомнились. Я в лекциях тоже говорю об этом. Ошо Кыргыз рухунун башчысы жанагы Абыкеев болгон. Он очень хорошо писал, нынешний советник. Не Султан Раев первый? Нет. Главный редактор был Султан Раев, нет, по-моему. потом. Впервые был ким болгон? Абыкеев Чолпонбек. Андан кейін Асава, Жаңа Сава и так далее. Анан эменин тиги Республика деген Замира Сыдыкованын газетасы, Свободный город деген баягы Карабалталық Жолмухамедованыкі. Мына ушулар сильнейший, ну, разумеется, вечерний. Но вот во всех этих рейтингах, по-моему, все годы, может быть, 1 год всего, или максимум 2 года было исключение, Кыргызстан попадает в категорию, вот по опросам Freedom House или там других организаций международных, частично свободные страны, иногда даже не свободные. Все-таки не настолько свободна вот по международным меркам журналистика в Кыргызстане. Я скажу сразу, ни одна печать союзных республик бывшего Советского Союза, включая наших родных братьев, близ расположенных нами, до такой степени не позволили, как говорится, расширяться свободе печати, свободу слова. Поэтому достаточно того, что мы занимаем первое место в среднеазиатских республиках, центральноазиатских республиках и одно из ведущих мест в масштабе стран СНГ. Это достаточно. Но очень большое вот такое наблюдение было со стороны международных организаций. Freedom House, вот вы сказали, и Amnesty дегене, шулардың бардығы. Андан кейін USAID-тағы шуларға көңіл бөлген, они постоянно мониторинги. И тогда они признавали, что свобода слова в Кыргызстане набирает темп, сейчас только частично, половинчато дегендери тура. Они сразу ли даст здравствуй тура давай тканемес. Не говорили они так. А сейчас, слава богу, у нас уже вопрос уже вошел в такую единичный вектор, колею, и сейчас наши стараются сохранить свободу слова по всем направлениям. Так сразу ли засудили, сразу ли штрафы, да, туда, андайлардың баразыр болбай, обыски какие-то, угрозы, избивали, били, как говорится, ножом в спину, так как говорится, тех журналистов, которые им нравились, те, которые разоблачали какие-то их недостатки. Слава богу, сейчас таких сейчас нет. Многие убежали. Сейчас 4 наших ведущих журналиста
вот первоначально, когда они очень крепко писали, критиковали, они сейчас за рубежом. Швейцария, Дабар. Тот же Байсалов, он уже получил статус политического беженца. В Швеции жил 2 года с лишним. Видите как? Они уже нашли свое место. Ну, были и нехорошие случаи. Там Павлюк, например, убили его в Алматы, да? Да, сбросили с 6-го этажа. Да, связали руки, Вот, ноги пожалуйста, и стоит его сбросили. памятник. Это уже дань уважения ему покойному. Но тут вот, мне так кажется, проблема свободы слова, она больше связана со властью. Насколько она разрешает людям свободно выражать свое мнение. И тут уже журналисты, какими бы ни были там великими, они не от них зависят. Они все, конечно, пытаются что-то делать, но если там давление есть, то многие, 90% сразу сбавляют свой темп. Да? А для самих журналистов, для самих СМИ больше проблема культуры, чтобы они аккуратно делали, добросовестно свою работу делали, соблюдали культуру там, и так далее. Получается, вот некоторая со стороны журналиста должна быть высокая культура, чтобы свобода слова была, а со стороны власти должна быть вот незапретительная вот такая политика. Правильно. Сейчас, к сожалению, ваше замечание совершенно верное. Я должен согласиться, потому что я ежедневно встречаюсь с таким фактом, слежу. Я ни одну газету без того, чтобы читать с начала до конца, никогда не оставляю. 10-12 газет покупаю в неделю, все телепередачи по всем направлениям, поэтому я очень сильно вооружен информацией. Сейчас нет со стороны правительства, со стороны высших властных структур прямого указания. Кончай базарить, такого нет. Но Атамбаев как-то сказал журналисту, да? Следите за базаром. Но в то же время, конечно, фейковые материалы, утки распускаются, они есть. В 1895 году известный нидерландский журналист Кельснер написал такую статью, чтобы проверить доверчивость читателей, основных масс людей, что вчера после обеда одна большая жирная утка съела, проглотила своих 18 сородичей. Большое волнение пошло по всей Европе. Как это так? С утра до вечера мусолят, как говорится, обсуждают. Как это так? Одна утка съела своих сородичей 18. А потом он через 2 недели написал: уважаемый читатель, извините, пожалуйста, я это специально написал так, чтобы проверить вашу доверчивость. Вы, оказывается, всякой хреновине верите. Как это так может быть? Хоть бы подумали вы как по-человечески. И вот от этого пошло, бешердек учуруп и утку пустил. Вот каждая такая интересная фактура имеет свою основу. Поэтому сейчас прямого указания нет со стороны, допустим, высших властных структур. А вы правильно сказали, чтобы не попасть на них замечания, журналист должен владеть. Журналист вообще в мире владеет только 3 факторами. Во-первых, это его право писать, говорить, передавать, вести, шоу, диджейство и так далее. Это право. Второе, обязанность. Раз ты имеешь право, пиши, у тебя обязанность журналиста. И третье, ответственность. Что ты писал? Как писал? Почему написал? Так. Только 3 кита у журналиста. И по всему миру, сам знаешь, весь мировая журналистика, вся мировая журналистика, все журналисты отвечают только на 6 вопросов. Кто, что, где, когда, зачем, почему. А вот на этот вопрос есть еще 6 определений. Твой материал, то, что мы говорим, тоже должен отвечать на эти 6 вопросов. Во-первых, твой материал должен быть правдивым. Второй, достоверным. Третий, актуальным. 4, нейтральным. 5, результативным. Вот все наше оружие. Начиная от Америки, кончая там Японией. Кто владеет вот этими факторами, тот никогда не ошибется. Поэтому правильно сказали. Профессиональная деятельность журналиста вот определяется вот этими понятиями. Теперь он должен, значит, держать свой профессиональный уровень очень высоко. Второй, профессиональный личный этику журналиста должен и ответственность. Тогда вот этих выкрутасов, вот таких искривлений, тогда, мне кажется, не будет. Но, слава Богу, можно с таким оптимистическим настроением сказать, что наша
журналистика постепенно начинает вставать на ноги, приобретать свою контуру и уже закаляется, расширяется, растет, совершенствуется. Это уже без всяких вопросов. Но в то же время электронная система журналистики начинает вытеснять. Вот в последнее время уже перестали выходить 6 газет. Только выходит сейчас Джангордо и Азия Ньюс. Остальные все заглохли, они убежали всякие на сайты и так далее, и так далее. Пока в руках не держишь живую газету, с ручкой в руках не будешь читать, а этот виртуальный, кто будет копаться, где его шевыряться, искать это? Ну, тоже можно. Но вот вы сказали, что уже со стороны власти никаких антисвободы слова, свободы словного нету, да? Ничего почти. Но вот смотрите, в июле Жогорку Кеңеш принял закон. Причем с нарушениями процедур принял. До того он отклонил этот закон, а по своему собственному регламенту Жогорку Кеңеш может возвращаться, рассматривать отклоненный закон только через 6 месяцев. Точно. Несмотря на это, через месяц рассмотрели, приняли, и президент в августе подписал Затвердили окончательно. о защите от недостоверной ложной информации. Да-да. Согласно этому закону, там, если любой гражданин может обратиться в сайт, администрации сайта или даже владельцам сайта и сказать, что такая-то информация про него недостоверная. И владельцы сайта обязаны в течение 24 часов убрать этот материал. Мне кажется, это поспешный подход, потому что должны проверить фактически, правильно ли было или неправильно. Конечно. Докопаться до истины потом только. А так можно всех уничтожить, если, допустим, Вот. кто-то, наоборот, тот Но уже занимается... подписан закон, уже Нет, все. я имею в виду, тот, который жалуется, он тоже ведь получается таким образом, что чересчур пользуется вот этим законодательным актом. Конечно. Поэтому хорошо было бы, значит, если какой-то истец обратился с жалобой, что его оскорбили там и так далее, неправильно написали, ложный материал дали, информация не соответствует действительности, тогда можно было сказать, что это будет проверено специальной комиссией, Да. по его итогам будут приняты соответствующие меры. Тогда было бы хорошо. А там написано, что обязаны убрать. Ну, вот я Если же они этого не сделали, Ага. или отказались убирать, или просрочили, Да-да. в течение 24 часов не убрали, этот человек может обратиться уже к провайдерам, интернет-провайдерам, которые снабжают интернетом это издание, интернет-издание, и те могут весь сайт закрыть. Да-да-да. Но еще механизм не разработан. Как это делается? Понятно. Ни одного случая пока еще не было, но закон подписан, закон принят и подписан. Как это такое могло случиться? Значит, это заграждение. Я так бы определил. Это шлагбаум, чтобы они так не поступали. Чтобы люди, которые о чем-то пишут, всегда увидели, что перед ним шлагбаум, какое-то препятствие. Поэтому не надо перебарщивать. Давай будем показывать свою культуру, свой профессиональный уровень, свою ответственность. И вот таким образом, само собой, тогда спадет накал. Но я еще раз хочу вернуться. Это очень крутое такое решение. Если бы сказали бы, будет комиссионно проверяться, если там факты подтвердятся, тогда, допустим, убирает или так далее, и так далее. Или извиняется. Но сейчас сразу извинение у нас разрешено. На том же месте, если неправильно, в то же время, в тот же час дает опровержение. И тогда Тем же шрифтом. да, обе стороны остаются, как говорится, довольны друг с другом. Ну, я думаю, это из-за плохой жизни, что вот такие фейковые, ошибочные, ложные материалы начинают распространяться, поэтому, наверное, решили таким образом. Ну, вряд ли это, например, личное мнение нашего президента республики, Нургоджоулу, наверное, помощники тоже какие-то там поспешно переборщили, я так полагаю. Ну, настырно же, смотрите, настырно. Да-да. Отклонили Да. закон и с нарушением процедур снова приняли. И тут же президент, в течение месяца подписал. Да-да. И простой гражданин, если обратиться к владельцам сайта, наверное, его особо никто слушать не будет. Правильно. А чиновник какой-то может Выигрыш воспользоваться. остается. Может воспользоваться Да, этим. воспользовался. Вот поэтому, значит, чтобы такой иск не рождался, такая жалоба не появилась,
те люди, которые занимаются этим вопросом, должны всегда знать, впереди красный светофор, впереди шлагбаум, ради Бога, не будем вилять своим хвостом, будем писать только правду, только честно, только открыто, только объективно, поэтому тогда никакого нападения на нас не будет. Вот, а если они правду написали, а чиновник говорит, нет, это неправда, сообщает владельцам сайта, и они обязаны по закону закрыть информацию. Тогда сторона, которая получает вот такое замечание, в судебном иске может доказать себя. Есть у нас судебные органы. В любой вопрос можно на уровне, знаешь, правовых актов наших конституционных или очистить себя, или, как говорится, сдаться в плен. Так что здесь нормально. У нас осталось буквально 5 минут. Еще один вопрос тогда. Вот сейчас готовится новый закон, наверное, будет. Ну, по крайней мере, готовится действие, чтобы общественную телерадиокорпорацию снова сделать государственной. А наблюдательный совет будет расформирован. Как вы на это смотрите? Я согласен с этим делом. Да? Полностью согласен. Это так называемый наблюдательный совет, понимаете, я ни разу не видел, чтобы его мнение или, допустим, его просьба, его обращение каким-то образом осуществилось в жизни. Это тоже такое, понимаете, присосавшееся к общей структуре Государственного комитета, корпорации вернее. Это такое. Жизнь доказала, что от них, как говорится, никаких... Ни пользы, никаких, так сказать, результативных выходов не получилось. Поэтому там, как перчатки менялись их руководители, кто только не побывал. Все нормально. И там, хотя там избрали там, на Верховном Совете, через сито пропускали, так и ответственность показывали. Скандалы были, взаимные обиды были. Лучше чатақтан тышқары болуш керек деген сөзді. Давайте будем подальше от каких-то таких грязных передряг. И поэтому очень правильно. А что касается, поскольку государство финансирует, государство контролирует, государство наблюдает их деятельность, а что какая разница? Общественное это и есть государство, потому что государство состоит из общества, из каких-то таких политических партий, структур, неправительственных организаций. Поэтому то, что будет называться государственным, я согласен, как старый журналист, как человек, который работает здесь почти 30 лет, бессменно. Ну, смотрите, государственный у нас так сложилось, что государственный телеканал становится не просто государственным, а подчиненным власти. А общественный его хотели сделать общественным для того, чтобы он выражал или служил интересам общества. Потому что сама власть и эта корпорация, хотя власти, там Минфин дают деньги, на самом деле это деньги налогоплательщиков. Они же не из воздуха делают деньги. Это они собрали налоги с этого народа, но эта корпорация государственная будет защищать в первую очередь интересы власти, но не общества. А идея была, чтобы эта общественная телерадиокорпорация ОТРК служила интересам общества. Вот что надо было. Это не получилось. Это не значит, что так не должно быть. Общественная телерадиокорпорация имела этот наблюдательный совет. Наблюдательный совет не выполнил свои миссии, но это не значит, что их вообще не должно быть. Других надо было избрать или растить так, чтобы они действительно защищали интересы народа. Да? Или создать другую структуру. От того, что они не смогли стать настоящими выразителями мнения общества, это не значит, что надо совсем расформировать. Знаешь, таким образом, здесь были дебаты, были обсуждения, потом были разъяснения, сказали, от того, что название меняется, никакой внутренней структурного изменения не будет. Государственная, это так и остается, государственная телерадиокорпорация будет защищать интерес общества. Они нашли лазейку, написали, что в первую очередь они будут прислушиваться к мнению общества. Алар тоже народ такой, немного хитроватый. Так и сказали. Никакого изменения не будет, она будет выражать корпорация. Прежде всего, мнение общества. Как и общественно было, это направление целиком полностью сохраняется до воду. Это очень правильный ответ, и очень хороший выход. А потом жизнь покажет, посмотрим, как получится. Это так же, как выбирают президента или власть, и говорят, он будет защищать мнение общества, интересы общества, но если он это не защищает, он, получается, тогда, может быть, надо и должность
президента Правильно. убрать, если... На это очень членораздельно, очень открыто. Без всяких, как говорится, выкрутасов ответил сам наш уважаемый глава государства, выступая перед народом, выступая с этими налоговыми органами, другими властными структурами. Он сказал, у нас есть такое выражение «балык башина сосыт», он сказал, рыба гниет с головы. Значит, я тоже подхожу к этому. Если, например, я даю возможность каким-то образом, чтобы расширялся путь коррупционных схем, то, значит, я отвечаю за это. Я тоже начинаю с головы портиться. И тогда меня вы должны, как говорится, привести к ответственности. Вот, пожалуйста, ответ. Это не один раньше, хотя он, видимо, думал, так скажу, но он не отважился. Он говорит, ой, я там, говорю, народ не воспримет так. Так что у него хорошее качество, что он вот это. Я же со всем президентом работал. А с Каракаевым просто хорошее так отношение было, шутил туда-сюда. Ну, это, как говорится, вопрос чисто бытового характера. Но он очень серьезно берется. Какая бы проблема ни возникла, он сразу моментально отвечает. Улавливает мысль, течение, откуда дует ветер, а потом дает разъяснение. И народ успокаивается. Это большое мастерство государственного деятеля. Это умение, искусство настоящее. И вот то, что сказал, что государственным мы называем, чтобы имел, так сказать, более такой широчайший государственный, общественноведческий характер. Но основная задача остается, это защищать интерес общества, он остается общественным. Деп койду болду. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. У нас время тоже подошло к концу. Спасибо вам большое. У нас в гостях был известный журналист, с многолетним стажем, Тилектеш Ишемкулов, который был секретарем Союза журналистов СССР, Нет, председателем Союза журналистов Кыргызстана, И секретарь там. секретарь Союза журналистов СССР, посол, депутат легендарного парламента и общественный деятель. Да. Спасибо большое. Вам также большое спасибо, что вот такие интересные беседы устраиваете. И откровенно вы что думаете, задаете вопрос. И человек, который сидит напротив вас, тоже вынужден отвечать прямо, потому что вопросы конкретные, без всяких, так сказать, выкрутасов, как я люблю говорить. Желаю удачи вам творческих. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.